интернет. Санкции. Наверное. Ну что, ребята, наступает новый, как говорится, годик. Вот. Я тут прикинул, вот, получается на следующей неделе, где-то в серединке или в конце, посмотрим, 26-7. О, как раз во время корпоративов ваших. Вот. Разыграем 10 ножей. Вот. Как было согласовано. И сразу после конкурса, во время конкурса, во время завершения конкурса продам в прямом эфире ножички. Кто желает, тот и приобретает, получит в январе. Хороший, говорю, интернет у нас. Вот, или YouTube. Ну, в таком виде проведем конкурс. Правда, не здесь, где-то в центре Якутии, наверное. Посмотрим. Так. Ну, вроде у меня все, объявлений больше нету. Жарко у нас, 28. Такой теплой зимы не было. Но ребята говорят, там будет Третья мировая, говорят катаклизмы. То, что говорят, все будет. Да. Все будет, в свое время. Следующий год каким будет? Ну, год как год. Ну, атомная бомба взорвется, тогда будет темная, ядерная зима. Вот. А если не атомная, если вулкан, супервулкан там взорвется, потом детонирует где-то, ну, так и будет. Скрывать-то нечего. Вот. Самое плохое то, что ножичка-то делаем медленно и очень мало будет их. Так что надо сразу закупиться, раскупиться. Ну, сейчас в наличии будет, так, раз, два, три, 4 и, возможно, 5. Невозможно, а точно 5 ножей из бычьего хвоста, 2, 14, 2 шейника, 10, 11 и 10 обувь в темном и 1, 13 в темном. Все из бычьего хвоста, ценник знаем, как на сайте. Вот, кто хочет, сразу можете приобрести. Пока только в Ютубе говорю об этом. Своем родном, любимом 14-тысячном канале. Ну, как-то так, ребята. Хотел бы просто сказать, миритесь, ребята. Пока есть время, пока есть чуточку осталось человеческое, пожелайте всем добра, миритесь, если поссорились. Если хотите развестись, развеститесь, решайте наконец-то. Потом уже не будет времени, и потом много людей не будет. Знакомых, друзей, родных, близких. Много их не станет одновременно. К сожалению, это так. Новый мир мечет по-новому. По-новому. Спросите, откуда знаете, спросите, когда и так далее. Ну, приблизительно в Ютубе все есть. Приблизительно там недельки-две разницы всего. Или 2, даже пару дней разница от даты. Ну, все будет, да. Так что это не шутки. Что надо, подтяните, ремонтируйте технику, вездеходы. Вот, готовьте лодки, воды будет немало.
европейской части России лучше держаться Сибири, Омск, Томск, там немножко будет нормально. А европейской части России, ребята, не завидую. Кто желает там поселиться, не рекомендую. Это чисто мое не только наблюдение, но, скажем так, совет для своих. И это не шутки. Там жить можно будет, но очень трудно. А вот там, где Сибирь, там нормально. Солнышко светит, птички поют. А вот в Центральной России, ребята, хреново будет. Временно, но будет. Вот. Ну, вот, части своей, что делается? Ну, жив, здоров, развелся, женился, на охоту не ходил, вот уже 2-й год. Любимой собаки нету моего друга, который лежал вот тут на диване, некоторые знают. Вот. Всевышний запретил, убрал самого дорогого, близкого, надежного друга из моих же рук. Забрали пса моего, Джека звали его, красавчик. Ну, через год вернется, сказали. Ну, имеется в виду, щенка заведу, и он туда вернется. В тот момент, когда забрали, сказали, что ради тебя, вместо тебя забрали. Машинка на высокой скорости должен быть сзади, врезаться в меня и лишить двух ног. Вместо этого песик мой свою душу отдал. Ну, как узнал потом, да, до этого я был человеком простым, неверующим, скажем так. Ну, пытался там что-то, интересовался, можно сказать. Но сейчас со всей строгости закона мироздания знаю, что почем, какие ходы будут. Дальше тоже не приглядываемся, а точно знаю. Насчет этого 96 и 98% уверен. И в то время сказали, что через 3 года вернется. Так что ждем годик. К тому времени, если будет на что охотиться, на природу выйдем песиком. Кстати, имя уже готово этому песику. Вот. А так что, студенты учатся туда-сюда, дело молодое. Насчет творчества компании, скажем так, Бурдыка, будет, не будет, ну, потихоньку будет, наверное. Закрывать смысла нету. Ну вот, старшенький подтянется через пару лет, объявит о себе. Вот, ему передам, как говорится, эстафетную палочку. А сам, наверное, бубен возьму и на природе там шаманить, прогноз погоды, землетрясений успокаивать. И это не шутки, наверное, будет в то время. Таким и образом будем лечить людей, которыми сейчас занимаюсь уже. Лицензия имеется, сертификат имеется. Перед вами, как его там, хиллер энергетический. Да. Отзывы имеются. Ну, подтягивайтесь, ребят. Ценник нормальный. За час можно
очиститься. Не то, что там пим-пим-пим, колокольчик на хомусе, в органчике, а по-настоящему. Ну, метод знаем, углубляем, усовершенствуем. Силы знаем, откуда взять. Ну, по все работаем. Наверное, не наверное, а после Нового года этим только будем заниматься. Да и дорога ждет. Дорогу поедем. Братьям-брятам поедем. И, наверное, Казахстан заедем заодно, братьям-казахам. Халайсым, брат. Давненько не был. Ну, куда скажут, туда и поедем. Алтай заедем, может, чуток, возможно, и в Тибет. Ну, Тибет далеко, по-моему. Монголию, возможно, через Монголию, Казахстан заедем с дорогой, проблем не будет. Там посмотрим. И тут дел много. Дел немало, надо сказать. Вот такие дела, ребята. Готовьтесь потихоньку. Не в войне, а спасать друзей, своих соседей, человечеству. Станьте человеком, приближьте, помиритесь, кто там обижен. Да и долгами расплатитесь. Они на том свете тоже требуют. Ради нескольких там сотен рублей загремите там по-настоящему. Там уже совсем другой разговор будет. Так что расплатитесь. Когда это будет, где это будет, наступит. Ну, YouTube полон информации. Коллеги, не коллеги, рассказывают, не рассказывают, показывают, пальцем указывают, где что. Всему свое время. Так-то как, сами готовьтесь психологически, физически. Вот. Грянет, вот, бахнет, вот. И там уже будет не до СВО, не до каких-то вирусов, не до какой-то политики. Земля покажет, что надо. Где настоящий хозяин этой земли? Мы всего лишь людишки. Новый совершенный вид животных для них. И все. Всего лишь люди. А не предел там восхищения генетическое такое. Нет. И эти люди творят такие дела, что земля матушка уже перенервничала и сейчас будет немножко сотрясти всех желанных, нежеланных. Уже там счета не будет. Хороший, плохой уже важно не будет. Не будет. На том свете всем хватает места. Но не спешите туда. Спешить не надо. Надо жить, чтобы нынешняя молодежь жила. Они наше спасение. Дети, внуки, те, которые ниже 30 лет, способны родить новых людей. Вот они, ради них надо жить, ребята. Почему? Они наше будущее. Они скажут, они помогут в будущем. За то, что мы их спасли, за то, что мы их воспитали в свое время. Сделали их, из них пытались сделать человека, мужика, настоящую мать, женщину. Вот. За то, что мы пытались, за то, что мы сделали, будем гордиться потом.
Ну, пару лет будем, как говорится, искать теплое место. Хорошее, безопасное место. Ну, самое хорошее место — это место, где родился, где там родина твоя, а не задница тепле в квартире. А избушки у бабушки на родине самое то. Не то, что там пентхаус, не пентхаус, в центре города там. Одночасье его не будет. И все. А пока до деревни, пока через болото, я не знаю, горы, поля, озери, там далеко, там хорошо, ни электричества, ни интернета, там человек сам собой, с природой, единение с природой, там, я не знаю, самое главное, с собой надо иметь ножик хороший, якутский. Вот, и по возможности аппарат самогонный. Почему бы и нет? А что делать-то? Сам-то не употребляю, просто вкусы вспоминаю. Злачные года, когда гулял, как говорится. Чай не, ребят. Не курю, не пью. Третий, по-моему, или даже не помню. Как будто всегда не пил, не употреблял, сигарет не курил. Как будто. Да. Здоровье надо беречь. Мышцы, капилляры. Ну, с тех пор, когда начал шупать людей, вот, познавать организм человека, женщин, мужчин, пипец. Мы, действительно, нас кормят всякой отравой, действительно это так. Действительно, мы кормим всякой отравой и своих детей и внуков. Качество конфет, там, сладостей, одни химия. Тотальное уничтожение, действительно есть такое. Ну, еще натуральное варенье, если сладости. Мясо, грибы натуральные. А натуральные деревни, а не пентхаусы. Вот, пора вернуться к истокам. Там есть помереть не стыдно. Там и, как говорится, кладбище рядом, бесплатное. Вот. Подумайте. Я не призываю к концу света, но то, что будет, оно будет. Со мной или без разницы, все равно будет. Будет. Просто подумайте, ребят. Помиритесь, пока есть время. Разводитесь, пока есть время, если на то пошло. Или наоборот, женитесь обратно, пока есть время. Но оно очень мало осталось. Такое сейчас, вот этой системой, такой времени, до такого доведенной состояния системы время. Ну и политика, электричество, ЖКХ, то все в последнем вздыхании. Сейчас бахни как следует, все исчезнет. Никакой ЖКХ, никакой политики, все. Зеро. Одночасье. Да. И помочь никто не будет. Если сам, если не твой сосед, если не твой верный друг. Понимаешь? Потихоньку готовьтесь, ребята. Потихоньку. Не создавая паники, не создавая ничего. Просто собрались, рюкзачок готовый, и все. Если что, сразу. А если что, оно близко. Очень близко. Как-то так. До следующей недели. Ну, следующей или в этой неделе
Посмотрим, компьютер где-то пылится, посмотрим там номера. Они у меня надежно, надеюсь, включится ноутбук. Да, обзорчик сделаю, какие номера присутствуют и все. И в один день начнем, сделаем. Позвоню, алло, вы выиграли ножик 10 раз кому-то. И все. Потом на том же эфире и продам ножички, которые на продаже появятся. Сталька будет, как обычно, Неолог 2. Я нашел эту сталь. Еще криогенкой сделанный. Здоровые. Ну, лезвия будет не так шибко тонкие, как фольга. Но сейчас нынешняя партия, которая закончена на днях, из них 2 ножа действительно получились лезвия очень острые. Буквально опасные лезвия. Да, Кромакс гибкая сталь. Она очень гибкая. Крошиться не будет, но буквально фольга фольгой. Очень острая. Ну, с этим надо аккуратнее. Ну, вы, ребята, знаете, аккуратнее. Но зато держит заточку, но зато вникает, внедряется предметы из мяса, из, я не знаю, волокна, войлоком. Разы. Буквально 2 раза быстрее и глубже. За счет тонкости стали и лезвия. Нету сопротивления. Буквально. И при строгании древесины опасно. Вместе с пальцем. Может. Но с ним надо аккуратнее. Не надо рычажное движение, не надо ударять и так далее. Просто чисто разделкой, чисто по мясу, никаких костей. Аккуратнее. Ну, вы умеете, ребят, сколько лет уже знакомых хрустальными моими блестящими, как написано, стеклышками. Многие знакомы, а многие еще мечтают. Так что премиальные, наверное, поступят после 25-го, да? Наверное, премия 13-я, зарплата у кого есть, 25-го будет. 26-го корпоративы, 7-го тоже, 28-го уже смысла вам звонить не надо. 29-го телефон потеряете или будете недоступны. Ну, 30-го, 31-го, само собой. Вот, так что нам где-то будет действительно 25-го организовать и завершить этот конкурс. Потом что будет? Ну, если будет YouTube, продолжим. Конкурса не будет, а уже тема будет совсем другая, не про, а упь. Вот. Разговоры пойдут на другой лад, на русском языке. Ну, время покажет. Да, скоро хапнут YouTube. Да, скоро хапнут. Не будет он доступен ни в VPN, нигде. И так сейчас еле-еле кое-как ходит. Вот. И все. Закончим. Ох ты, 25 минут болтаю. Ну, ребята, кто был в эфире, благодарен. Братьям казахам халайсам. Хагалагору яхал. Касигалы.